В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Рекордное число кандидатов в городах и районах республики, завершается подготовка к выборам в местные органы самоуправления. Резервисты на чеку. В Минобороне подвели итоги учений 7-й стрелковой бригады. Подготовка к празднику футбола. Строители обещают завершить ремонтные работы на 2 стадионах республики до 20 мая. Президент Рауль Хаджимба встретился с представителями Ассоциации предпринимателей Абхазии. Тема встречи – обсуждение закона о налоге на добавленную стоимость. Президент Рауль Хаджимба назвал ситуацию вокруг закона о налоге на добавленную стоимость достаточно сложной и призвал бизнесменов к консенсусу. По его словам, без договоренности стороны будут постоянно находиться в конфликтном состоянии. Глава государства подчеркнул, что сегодня ситуация ценообразования по продовольственной группе товаров вызывает немало вопросов, ведь цены на продукты питания повысились. Но тем не менее это не связано с вступлением в действие закона об НДС. Рауль Хаджимба отметил, что государство готово помочь бизнесменам с субсидированием, созданием выгодных условий кредитования и отсрочкой платежей. Приняты соответствующие решения, которые, конечно, не всегда популярны. Они всегда тяжело воспринимаются не только бизнесом, но и обществом. Давайте мы сегодня остановимся на том, что есть вопросы возможности оказания вам помощи. Мы говорим и готовы помочь вам соответствующими суммами кредитования. Мы готовы помочь отсрочками платежей, но разваливать эту ситуацию, я думаю, будет бесполезно. В первую очередь для самого государства. Поэтому я думаю, что двухстороннее движение навстречу, готовность друг другу помогать позволит нам решить многие эти вопросы. И в этом я вам даю слово, что буду я лично сам контролировать все эти вопросы и способствовать вам. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава, говоря о недавно принятой парламентом поправке к закону Абхазии о налоге на добавленную стоимость, предложил оставить существующую форму, но при этом снизить ставку НДС с 10 до 4%. Он отметил, что это больше простимулирует рост рынка. Закон об НДС на самом деле достаточно серьезно ударило по определенным группам бизнеса. Естественно, как граждане, как патриоты, мы понимаем, что от этого нельзя никак отходить, и налоги должны платиться, и мы в первую очередь здесь собранные являемся добросовестными налогоплательщиками. Но вот я вам так скажу, данный закон, на наш взгляд, конечно, сырой, он был немножко несвоевременный, потому что ситуация с курсом евро и доллара, она тоже очень сильно ударила по рынку, и не только абхазскому, но и общемировому. Это принесло достаточно много сложностей в наш бизнес. На сегодняшний день, по нашим данным, мы были во всех городах республики, мы общались с достаточно большим количеством предпринимателей, работающих в этой сфере. Я вам могу заявить, что порядка 50-70% предпринимателей сократили свой завоз товара, а 30% вообще с Нового года ни разу не завозило ничего. Свое мнение по поводу закона об НДС высказывали и остальные бизнесмены. Официальный представитель компании «Мидея» в Абхазии отметил, что с принятием закона значительно снизился товарооборот электротехники. Позицию правительства по вопросам налогообложения высказал и вице-премьер Республики Абхазия Дмитрий Сериков. По его мнению, несмотря на то, что сегодня этот закон воспринимается негативно, через несколько лет он принесет положительный эффект будущему страны. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. За большой вклад в развитие театрального искусства Абхазии Шалва Гицба награжден орденом Ахидз Абша 2-й степени. Указ о награждении подписал президент Рауль Хаджимба. Первый вице-премьер Шамиль Адзенба встретился с главой миссии МККК в Абхазии Мауро Марабита. Обсуждались вопросы совместной координации программы по идентификации останков погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Шамиль Адзенба отметил, что несмотря на все сложности во взаимоотношениях Абхазии и Грузии, организация МККК в Абхазии – безоговорочный посредник в обсуждении гуманитарных вопросов. Благодаря содействию МККК в решении гуманитарных проблем сегодня полностью исключена
озабочена политика. Шамиль Адзанба выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в таком же русле. В свою очередь, глава миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Мауро Марабита поблагодарил первого вице-премьера Шамиля Адзанба за сотрудничество и представил ему координаторов механизма по идентификации останков. В Министерстве обороны состоялся разбор командно-штабного мобилизационного учения с 7-й стрелковой бригадой и военным комиссариатом Гагарского района. О ее результатах доложил руководитель учений, заместитель министра обороны Абхазии Владимир Ануа. На завершающем этапе мобилизационных учений на полигоне Цабал были проведены боевые стрельбы с участием офицеров резерва и артиллерийской группы Министерства обороны. За ходом боевых стрельб наблюдали президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Рауль Хаджимба и министр обороны Мираб Кешмария. Проведенные мобилизационные учения руководитель оборонного ведомства оценил на хорошо. Мираб Кешмария также отметил, что действиям офицеров резерва и личного состава артиллерийской группы дал высокую оценку верховный главнокомандующий. С 1 апреля вступил в силу закон о правовом положении граждан Республики Абхазия и закон о порядке въезда в Абхазию и выезда из Абхазии, в соответствии с которыми вводится визовый режим. Законы были приняты в окончательном чтении парламентом 29 декабря. Тему продолжит Асида Малия. Порядок получения иностранными гражданами разрешения на пребывание, временное проживание, получение вида на жительство, трудовую, предпринимательскую и иную работу в Абхазии регулирует закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Что касается закона о порядке въезда и выезда из Абхазии, то речь идет о контроле миграционных процессов. Это и есть главная цель введения визового режима со странами, не признавшими независимость республики. Этот закон в первую очередь направлен на регулирование миграционных потоков в Абхазию. На сегодняшний день у нас даже нет статистики пересечения границы на КПП ПСОУ граждан стран СНГ. Соответственно, мы полагаем, что необходимость принятия такого закона была, так как это укрепляет нашу национальную безопасность. Это усиливает наш суверенитет, выстраивает начало контроля миграционного процесса, как трудового, так и туристического. С середины 90-х годов въезд и выезд в республику регулировался положением, действовавшим на основе указа президента. Согласно вступившему в силу закону, граждане, въезжающие на территорию Абхазии, в зависимости от цели поездки, смогут получить одну из 11 типов виз. Выдачей рабочей визы займется Государственная миграционная служба. Выдача остальных видов виз будет осуществляться в консульской службе Министерства иностранных дел. Были высказаны опасения, связанные с тем, что туристический поток может уменьшиться из-за этого, да, инвесторы смогут отказаться от приезда в Абхазию, да. Ну, в связи с этим хочется сказать две вещи. Что касается туристического потока, оформление визы займет не более 3 минут по нашим подсчетам, это самый максимум. Соответственно, никак на туристический поток это не повлияет. А инвестор, который планирует вложить в Абхазию крупную сумму денег, его не остановит виза в стоимость там, $10. Да? То есть оформление визы у него отберет там 10 минут времени, но зато он сможет приехать и реализовать свои планы. Порядок получения визы таков. Иностранный гражданин сначала заполняет анкету на официальном сайте МИД. В течение 5 рабочих дней анкета рассматривается, и заявитель получает ответ. Отрицательный ответ, как правило, обосновывается, положительный подкрепляется документом о разрешении въезда на территорию республики. Именно этот документ иностранный гражданин должен предъявить на контрольно-пропускном пункте ПСО при въезде, и в обязательном порядке в течение 3 дней с документом, удостоверяющим личность, он должен явиться в консульский отдел внешнеполитического ведомства. В противном случае гражданин, нарушивший правила, не сможет выехать за территорию республики. Кстати говоря, стоимость визы, к примеру, на 10 дней составит $10. Что касается оплаты госпошлины за визу, прием платежей будет осуществляться в любом местном банке или банкомате. Так, согласно статистике, за 2015 год гражданам из дальнего зарубежья МИД выдал 4800 виз. В общем, сумма всех видов консульских сборов составила чуть более 5 миллионов рублей. Со вступлением в силу нового закона полагаем, что количество виз увеличится втрое, как минимум. То есть дойдет до 15 тысяч, это точно.
Вот, и, соответственно, доходы от этого тоже увеличатся. Но цель этого закона не была направлена на извлечение прибыли, так как она не такая колоссальная, не составляет многомиллионных притоков в бюджет. По словам замминистра иностранных дел, на территории контрольно-пропускного пункта ПСО для въезжающих в Абхазию иностранных граждан начнет работу пункт выдачи виз. Открытие его запланировано к началу курортного сезона. Асида Мали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. До проведения выборов в органы местного самоуправления остается всего несколько дней. О том, как проходит подготовка к выборам и какое количество кандидатов было зарегистрировано в Сухуме и Сухумском районе, узнавала наш корреспондент Сария Смыр. 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское собрание было зарегистрировано в избирательной комиссии Сухума. Такое количество кандидатов говорит о достаточной активности граждан. Из них 72 кандидата выдвинуты инициативными группами, 12 кандидатов от Республиканской политической партии «Единая Абхазия» и 1 кандидат от коллектива Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». При этом несколько кандидатов после регистрации забрали свои документы. По словам председателя избирательной комиссии Аслана Доча, работа по подготовке избирательных округов практически завершена, и к проведению выборов они уже готовы. Нужно отметить, что количество избирателей по всему Сухуму достаточно большое – 40 тысяч человек, и их списки уже вывешены в избирательных участках. В этом году есть одно нововведение – изменены границы избирательных округов Сухума. Необходимость принятия такого решения была связана с неравномерным распределением количества избирателей. Изменение границ позволило сбалансировать число голосующих. При этом количество округов осталось неизменным – всего 26. Что касается действующих народных избранников, то 14 из них намерены переизбираться на следующий срок. В Сухумском районе 15 избирательных округов, кандидатов в депутаты 28, среди них 3 женщины. Всего по Сухумскому району более 7 тысяч избирателей. Выставились более чем много кандидатов в депутаты. Прошлые выборы по одному везде стояли. У нас сейчас по 3, по 2 везде стоят. Нужно отметить, что все кандидаты, а это в большинстве своем молодые люди от 25 лет и выше, среди которых есть и женщины, работают в разных организациях, компаниях, заняты в различных сферах деятельности. По словам председателей избирательных комиссий, такая активность со стороны граждан прослеживается в связи с тем, что они хотят принимать участие в политических процессах, происходящих внутри страны. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Началась активная фаза подготовки к чемпионату Канифа. На Сухумском стадионе приступили к ремонтным работам. Часть из них проводит подразделение госкомпании Апснаргылара «Сухумстрой», часть – Южная строительная компания. Подробности в репортаже Амры Амичба. Комиссия, созданная при Госкомспорте для составления дефектного акта, подготовила смету и перечень работ, которые необходимо провести до чемпионата Канифа, намеченного в конце мая нынешнего года. По словам гендиректора Апснаргылара Игоря Казанова, строительные работы, порученные Сухумстрою, будут выполнены к 20 мая. Внутристадионные строительные работы, порядка 7,5 миллионов, на которые составлена смета, выполняет компания Апснаргылара своими подразделениями. Южная строительная компания где-то ориентируется 1 800 000, на сумму 1 800 000 рублей, выполняет работы по устранению тех недоделок, недостатков, которые были обнаружены при обследовании здания. Телевизионная компания занимается обустройством, и подготовкой стадиона для записей, трансляции матча. Сухумстрою по решению комиссии при Госкомспорте поручено завершить необходимые работы в котельной и насосной станции, установить дополнительный резервуар в 20 кубов для запаса холодной воды и водонагреватели еще на 1000 литров. Сейчас на Сухумском стадионе идут работы по ремонту кассы. Пытаются найти и ликвидировать место протечки над помещением кассы. Затем обновят стены, покрывшиеся плесенью из-за долгого простоя, оборудуют необходимым инвентарем. Игорь Казанба рассказал, что ремонтные работы ведутся также и на Гагарском стадионе, который будет задействован в играх чемпионата Канифа. На сегодняшний день уже закончена перепланировка самого здания, пристройки, необходима там судейская комната, еще различные подсобные помещения, которые по нормам международным нормам проведения матча необходимо было сделать. Это все закончено. Сейчас идет замена кровли, заказано там оборудование, кондиционирование, все это тоже. По словам Игоря Казанба, работы в Гагре будут завершены даже раньше, чем на Сухумском стадионе.
Амрамич Бабислан Шхинжерия, Абхазское телевидение. Чарирама. Под таким названием в Доме культуры Тхуарчала состоялся праздник юмора, приуроченный Международному дню шутки 1 апреля. Организатор проекта – Гудаутское молодежное объединение «Чарирама». Финансовую поддержку в организации шоу-программы оказала компания Амобайл. Еще задолго до начала праздничной шоу-программы зрители заполнили зал Дома культуры города Тхуарчал. До выхода на сцену осталось несколько минут. Артисты проводят последние приготовления. В концертной программе юмористические номера, песни, абхазские национальные и зарубежные танцы. Гудаутское молодежное объединение «Чарирама» проводит подобные увеселительные акции не впервые. Для организации шоу-программы Тхуарчал был выбран не случайно. В этом проекте города-герои Гудаута и Тхуарчал объединяются. Что вы делаете? Что смеяться надо? Где Тимур с Денисом? Тимур с Денисом, они у Хасика на свадьбу сегодня. Ура, какая свадьба? Вы в девятером на поле вышли, слушай. Тренер, вы же говорили, 15 человек нельзя. Слушай, 11 надо, 15 нельзя. Мы в будущем хотим заняться творчеством, народное пение, народные танцы, делать всякие конкурсы, фестивали. Вот хотим побольше молодежи притягивать к себе и делать больше позитивнее нашу страну. С первых дней создания «Чарирама» проекты, проводимые этой группой, получили поддержку компании Амобайл. Одним из основных направлений работы компании является спонсорская помощь проектам социального характера. В данном случае спонсором является Амобайл. И им большое спасибо за это. Шоу-программа «Чарирама» – это отличный повод собраться вместе и отпраздновать самый веселый день в году. Мы очень рады поддержать такой проект, потому что на самом деле мы отмечаем не только веселье и праздник сегодняшний день, но еще и объединяем два района – Тхуарчальский и Гудаутский. Одним словом, проект «Чарирама» – это объединяющий проект, это веселье, это радость. Мы благодарны всем, кто сегодня пришел на это мероприятие. Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций. Всех вас с праздником! Праздничная программа длилась более часа. В нашем городе давно не было такого концерта, говорят жители Тхуарчала, выражая благодарность организаторам шоу. В концерте участвовали местные творческие коллективы и резиденты проекта «Апсны Стар». Совесть здешних вас оштрафовали. Да вы такие молодые, наглые, всю пенсию вашу отниму. Давайте мне лучше рублей 200. И все, разъехались. Матуша, конечно. Элана Ласурия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Внимание, розыск. Разыскивается Алма Рудикович Айба, 1990 года рождения, житель города Гагра. Рост 178 сантиметров, волосы черные. 24 марта около 20:00 он вышел из дома, расположенного в районе кемпинга в городе Гагра, и больше не вернулся. Если кому-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по номеру 991 49 01 или 02. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу пасмурная погода, преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью ливневый дождь с грозой, днем без осадков. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.